Здравствуйте! В эфире программа «Кадры жизни». И сегодня у нас в гостях, я считаю, удивительный театральный режиссер, которому подвластны все жанры. Который за 50 с лишним лет поставил около 200 спектаклей во многих городах России и Беларуси. Заслуженный деятель искусства Российской Федерации Михаил Станиславович Ковальчик. Я отрезан был от родины, от родных, от близких. Помню, брат меня заставлял рыбалкой заниматься. Я думаю, какое счастье, что родители нам подарили. Вот мне брата и сестру. В этой профессии, если не будет фанатизма, ничего не получится. Это одна из самых сложнейших профессий в мире. Профессия требует необычайной и возбудимости, и фантазии, и интеллекта. Надо крепко владеть режиссурой. Тогда все остальное прилагательное. Актер носит в себе определенную вселенную. Ковальчик Михаил Станиславович родился 12 августа 1943 года в деревне Подлесейки Нешведского района. Вскоре семья перебралась в город Барановичи. Учился в музыкальной школе, играл в Народном театре, работал киномехаником, электриком, служил в армии. В 1967 году поступил в Минский театрально-художественный институт на актерско-режиссерское отделение. По его окончании работал в театрах Бобруйска, Бреста, Минска, Красноярска, Пятигорска, Волгограда. С 2013 года Михаил Ковальчик – главный режиссер Белорусского государственного академического музыкального театра. Имеет большой педагогический стаж, подготовил десятки актеров и режиссеров музыкального и драматического театра. Профессор кафедры актерского мастерства и кафедры режиссуры, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Наша программа «Кадры жизни» построена в основном на фондах Белтелерадиокомпании. Эти фонды связаны и с вашим творчеством, и с вашей жизнью. Может быть, не напрямую. Но я хочу сразу, чтобы мы обратили внимание вот на наш монитор. Это город Баранович, я так понимаю. Та самая замечательная станция чугуночная, с которой я уезжал в свою жизнь, что ли, если так можно сказать. Последний раз, когда вы были в своем родном городе? Да, я был в прошлом году. Но вы посмотрите, я не думал, что он такой огромный. И красивый стал город, ухоженный. Конечно, здесь вся моя юность прошла. Я там учился в школе, занимался в Народном театре. Там у меня много друзей. Вот за этим вот домом, наш дом на улице Димитрова, вот крыши красные, вот там, вот он. Да. И что, сохранились они? Да. Вот вы знаете, чудом уцелело, может быть, потому что мама очень молилась, чтобы, не дай бог, нас не снесли. Потому что этот дом, который построил отец, сразу же после войны, уже я, когда пошел в первый класс, в 1951 году, этот дом достраивался. Вы можете представить, когда возникал вопрос о том, чтобы снести дом, чтобы построить какую-то пятиэтажку, у нас был просто у всех шок. Мама молилась, брат бегал по инстанциям, чтобы не сносили. И так произошло, что его обстроили вокруг домами большими, и это сохранилось. И когда я сейчас приезжаю домой, там тот сад, там еще деревья, которые посадил отец. Там отдыхаешь душой. Ну, кто-то остался еще в Барановиче? Да. Брат, сестра. И там они живут в этом доме, племянники. Сильно изменился город? Очень сильно изменился, да. Красавец стал город такой. Знаете, я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели еще одни уникальные кадры военные. Скажите,
как получилось, что вы родились в 43-м году? Учитывая, что отца же не было, был на фронте. Мой отец, он из Польши. 17-летняя девочка Марыся, которую, когда он увидел, сразу влюбился. И когда советы пошли, он, значит, сказал, я нигде оттон не поеду. И он остался. И когда началась война, он ушел в партизанский отряд. И, естественно, в 43-м году, когда родился я, они с партизанами в августе месяце, это было 12 августа, где-то нашли 43 саженца. И посадили в честь моего рождения сад. Этот сад до сих пор есть в деревне. Он связан с моим детством. Был такой очень страшный случай, как мне рассказывала мама. И когда она рассказывала, она всегда бледнела. Окружили вёску немцы. И когда зашли к нам, мама вышла со мной. Вопрос. Варум киндерклян. Почему маленький? Откуда? Потому что в деревне как бы мужиков нет, одни только деды. Она немножко растерялась. Он меня схватил. И, значит... Типа партизанский ребенок, да? Да. И хотел, значит, или на пол бросить. А мама, она знала, когда она жила, там у помещика были дочки, она с ними дружила. А у дочек обучала гувернантка польскому и немецкому языку. И мама знала немецкий язык на уровне вот так вот. И она как закричит по-немецки. Тот растерялся, она хвать меня обратно. И заврала. Потом, уже когда война закончилась, и когда его в свое время НКВД сказала, ну ты польская морда, тут чем занимался, и его хотели расстрелять. И мама взяла уже тогда нас троих, это был 53-й или 52-й год, мало меньше, на машину и в Брест, где работал главным судьей города. Скрипко, не забуду эту фамилию, потому что он спас. Он приехал тут же и освободил отца. Папу держали в том кинотеатре «Октябрь», в котором я потом работал киномехаником. Я ходил туда, опускался в эти подвалы, где были вот сделаны потом камеры. НКВД. Ну, ужасное время, что говорить. Мы трудно жили, потому что нас трое. И я перешел в школу рабочей молодежи и пошел на работу. Была возможность устроиться, я говорю, только в кинотеатр «Октябрь», а он был недалеко. Устроиться киномехаником? Киномехаником. Тайная мысль, что кино буду смотреть. А где же твой отец, Ваня? Погиб на фронте. А мама? А мама убила бомбой, когда мы ехали в поезде. А откуда уехали? Не знаю, не помню. И никого у тебя тут родных нету? Никого. Я этот фильм смотрел, вот приходишь на работу, а шел «Судьба человека». У меня даже есть фотография, когда я стою, афиша киношная «Судьба человека», я там вот так стою. Ну, а этот фильм на меня произвел просто оглушительное впечатление. Просто. Это невозможно было от этих кадров не плакать. А ты знаешь, кто я такой? Да. Я твой отец. Папка! Родненький! Я знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь! После войны в Барановичах остался выпускник голландской консерватории Иоганн Томасович де Клерк. Я могу сказать, выдающаяся личность. И он стал учить в музыкальной школе. И я к нему поступил на класс аккордеона. И он учил не просто музыке. Он учил какому-то пониманию музыкальному. Вот он там напишет мне «Подмосковные вечера». Я возьму кына. Он берет аккордеон и говорит, смотри, вот можно так сыграть. Потом можно с импровизацией сыграть. А потом можно... И я сижу и понимаю, какие возможности есть. И тогда приходишь домой, и ничего, кроме аккордеона. В киосках продавали журналы «Советский экран», «Искусство кино». И что-то у меня такая, даже не знаю, откуда она появилась, шальная мысль, а почему бы не стать вот кинорежиссером? Откуда? И я начал покупать эти журналы.
читал, не понимая многое. Мама мне купила фотоаппарат. Я стал снимать все как положено. В Народном театре я встретился со Славой Киселевым, который потом у вас на телевидении работал. Он уже был более опытный. И он начал как бы вовлекать меня в театр больше. И потом, когда я поступил в наш Белорусский государственный театрально-художественный институт, у меня как-то кино ушло на второй план. Тем более у меня была замечательный педагог Вера Павловна Редлих. Прямая ученица Станиславского. Многие годы вы уже преподаете и у нас в Академии, и в Волгограде, и в Красноярске. Вы же готовите и готовили студентов и драматического театра, и музыкального. А скажите, вот в чем все-таки специфика подготовки артиста музыкального театра? Главное, когда мы набираем на актера музыкального театра, это наличие вокальных данных. Когда есть голос прекрасный, мы идем на то, что все-таки актерскому искусству мы его как-то научим, ну хотя бы каким-то основам. Вы же не ставите как педагог им голос? Я нет, я занимаюсь общим руководством. Мы занимаемся актерским мастерством. Наша задача с актером музыкального театра подвести его при помощи действия, вот, чтобы он дополнил эту музыку своим драматическим существованием. У вас, вот я вижу в работе, есть некая такая игра в поддавки. Если я нахожусь в зоне импровизации, а это цель нашей учебы, чтобы мы пришли вот в таком случае, да, тогда я вынужден как бы брать уже на себя некоторые функции ваши. Теперь артист нашего театра. Что? Я все-таки вас брошу в кипяток. То есть с вашего курса кто-то уже работает? Сейчас около 8 человек. Уже? Не только с этого, с других тоже. Вот Жбанкова, Стриганкова, она сейчас ведущая актриса. Вот работает в Русском театре. Сережа Ковальчик. Да, Сережа. В общем, короче говоря, из этого курса где-то 18 человек, 7-8 человек работает у нас. Ну, почему берут драматический театр? Потому что они уникальные ребята. Они могут и спеть, и станцевать, и сыграть. Я работал долго в России, в Волгограде, в Ставропольском театре, в Красноярском театре. Это крупнейшие театры. И каждый год, возвращаясь в Беларусь, я заходил в министерство и говорю: верните меня, пожалуйста, домой. И как-то так все не получалось. И когда мне предложил Ричард Бориславович Смольский работу в Академии уже, я с огромным удовольствием согласился. Потому что... И бросили театр и переехали полностью в Минск? Ну, я как бы, да. Я ушел из Волгограда, будучи художественным руководителем там, Волгоградской. Я тогда работал там в Царицынской опере. Ну, у вас возникало вот это чувство ностальгии, действительно, Конечно. да? Ну, о чем вы говорите? Вот тут должна быть золотая середина. Это должно быть чувство меры или чувство ощущения пространства, которое вы должны уже воспитывать в себе, входя на сцену. Карл у Клары украл кораллы! Я могу сказать, актер музыкального театра – это вообще уникальные люди. Вот у нас есть их небольшое количество, ну, сколько, 38 по штату. Они все умеют пластически танцевать, двигаться хорошо. Они поют музыкально безумно и драматически. Ну, не все там в равной мере драматически, но в основном. И если этого нет комплекса, значит, это не актер музыкального театра. А скажите, актеру музыкального театра, режиссеру музыкального театра необходимо читать партитуру? Обязательно. У нас очень хорошая вокальная школа, потому что наш художественный руководитель Адам Османович Мурзич прекрасный преподаватель, воспитал огромное количество людей, которые сейчас работают в опере, у нас в театре, за границей, по России. Вы дважды проходили большую практику у Тостанукова. Вы можете сказать главный какой-то секрет этого мастера? Он умел
а точно определить действенный глагол. Действуя целесообразно, продуктивно, актер придет к тому самому чувству. Но самое страшное в профессии режиссера, и мы, эти белорусские режиссеры, этим очень редко владеем. Мы знаем, что это надо делать. Надо найти этот глагол. Но найти глагол – это как открыть новую таблицу Менделеева. Спектакль «Софья Гольшанская» практически положил начало вашему окончательному возвращению в Минск. Чем заинтересовала вас эта работа и как получилось, что вам ее доверили? Я преподавал уже в нашей академии и узнал об этом Адам Османович Мурзич, художественный руководитель театра. Он пришел к нам на экзамен, посмотрел у нас дипломные спектакли. Тогда выпускался вот этот курс, который мы смотрели, и было 4 дипломных спектакля, музыкальных, больших. Меня увидел Адам Османович. И говорит, что приходите как-нибудь поговорим. Я пришел. Он говорит, вот у меня есть давнишняя мечта. Я 2 года держу в репертуаре либретто Софьи Гольшанской. Музыка Кондрусевича. Хороший материал. Не находится человек, который бы взялся за это делать. Я послушал музыку. Мне все очень понравилось. Почитал либретто. Как же можно от этого отказываться? Король Польши Владислав II Егайло. Для меня, например, режиссер драматического театра – это фактически бог, который создает спектакль. Он руководит всеми, и художником, и композитором, и артистами, и разводит все мизансцены, и смысловые акценты выстраивает. А в музыкальном театре, смотрите, получается проще работать режиссеру, постановщику. За музыку отвечает главный дирижер. Музыкальный руководитель отвечает, как вы говорите, за работу с актерами и с дирижером. Художник делает это. Да, художник, костюмы, декорацию. А режиссер приходит. Да, и все портит. Есть такая шутка, что у режиссера есть все основания испортить все, что есть. Для этого нужен тоже определенный талант. Когда мне вручил Адам Османович эту пьесу, Музыкальную. вот с этого момента начинается постановка спектакля. Если я не придумаю хода, не придумаю, про что я буду ставить, и потом собирается команда Начинаете единомышленников. все обсуждать. Обсуждать. Мы во всем участвуем. И самое интересное, когда получается спектакль, все родители, как только не получился, Режиссер. Ну, конечно. Сирота. Да. У победы много родителей, у поражения сирота. Ну, это шутка. Нет, ну это в этой шутке есть доля правды, Да, потому вы что понимаете? когда я своим студентам говорю, за конечный результат всегда отвечает режиссер. Конечно. А если он отвечает за конечный результат, значит, он отвечает и за всех, кто участвует в создании этого результата. И как только ослабляется рука режиссера, спектакль не получается. Или получается аморфный, или получается не про что. С приходом Адама Османовича в театр он стал требовать от актеров актерского исполнения и предлагать хорошую драматургию. И следующим моим спектаклем был всемирно известный мюзикл «Скрипач на крыше», «Шалом» или «Мир вам, люди».
Я вспоминаю, что есть замечательная пьеса «Поминальная молитва» Горина. Очень пронзительная и проникновенная пьеса. Нигде подобного в музыкальных театрах России не было. Вот такого соединения. И мы получили совершенно неожиданный спектакль. И мы влюбились в этот материал. Влюбились в эту музыку. Спектакль уже тоже идет около 6-7 лет. Один из самых посещаемых театров. Либретто от пьесы чем сильно отличается? Ну, либретто и пьеса – это синонимы. Это синонимы. Только либретто написано с таким условием, что по нему будет писать музыку композитор. Значит, там должна быть обязательно стихотворная часть, там, где все это должно передаться музыке. И это То есть пишет либретист? Либретто пишут несколько человек, как правило. Это и драматург, который по драматургии. Если он не владеет поэтическим даром, значит, приглашается поэт. Самое главное – текст. Текст. И чем талантливее текст, тем композитору больше воображения, простора. Вот пример тому «Юнона и Авось». Либретто написано нашим гениальным поэтом Андреем Вознесенским. И когда читаешь либретто, это самостоятельное произведение, драматургическое, по всем канонам, с событиями, с кульминацией, с развязкой. Композитор берет это и начинает писать. Когда они совместно пишут, значит, они там что-то меняют. Это продукт двух творцов. Самое главное по либретто сделать музыкальную драматургию, чтобы была характеристика персонажей в музыке, чтобы были конфликты, чтобы основные событийные вещи отражались в музыкальной форме. Я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу. В последнее время я очень полюбил оперу и думаю, что, может быть, потому что стал старше, а может быть, потому что появились эти субтитры. Стали петь, и это стало тенденцией мировой, все на языке оригинала. Оригинал, конечно. Допустим, «Кармен» поется на французском языке. Я видел постановки в Ковенгардене Иван Грозный, великая опера Мусорского. Там поют на русском языке. Чайковский поется на русском языке. Титры, они немножко отвлекают, но проясняют ситуацию. Да. Поэтому это попытка театра помочь зрителю разобраться в том, что происходит там. Сегодня эстрадные исполнители не гнушаются петь под фонограмму. Вот в театре. Ведь сегодня тоже многие работают под фонограмму. Знаете, в нашем театре это запретно. Но бывают такие случаи, когда вот оркестр уехал куда-то на гастроли. Или выходной какой-то, потому что переработали. И мы с огромным скрипом, скрипя сердцем, соглашаемся, руководство театра соглашается на 1, максимум 2 спектакля в месяц сыграть под фонограмму. Оркестр. А исполнители? Они под фонограмму. Тоже поют под фонограмму. Да. Но они поют живьем, в отличие от фанерной эстрады. Все, что поют артисты, они поют живьем. Но ведь это очень сложно. Он бегает. Сложные мизансцены. Так они поэтому и артисты хорошие. Иначе как? Они должны это делать. Они обязаны это делать. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели вот фрагменты спектакля «Свадьба Малиновки». Это оперетта. Либретто было написано в 1937 году. Красные, белые. Мы прекрасно помним фильм нашей молодости. Я прочитал либретто, пришел в ужас. Действительно устарело по всем позициям. Тут красное, тут белое. Сегодня к этому всему некое другое отношение. И тогда я, как режиссер, отошел в сторону от материала и решил посмотреть нейтральным взглядом на этот кусок истории. Шла гражданская война. Белое, красное, зеленое, махновцы, прочее. А люди жили, рожали детей, сеяли хлеб. То есть жизнь шла.
на фоне войны. И я подумал, что я не буду ставить про политические войны. Хотя там есть, это очевидно. Интересный сюжет. Любовь, юмор. Вышел спектакль. Такого оглушительного успеха я не ожидал. Оглушительный успех, потому что до сих пор это один из самых посещаемых спектаклей. А он уже идет около 6 или 7 лет. Я учитываю, прежде всего, конечно, возможности нашего коллектива. И, к моему счастью, он сформирован очень мощно. Здесь можно ставить практически любую классическую оперетту, любой самый современный сложный мюзикл. Мы это осилим. Теперь, что касается репертуарного театра, могу сказать громкими словами, это великое достояние русского театра. Записано в ЮНЕСКО как самое огромное достояние мирового театра. Русский репертуарный театр. Театр-дом. Театр-семья. Постоянный репертуар. Постоянная труппа, которая пополняется молодыми актерами. Создание неповторимого театра. Театр, если его отпустить в рыночные отношения... Он погибнет. То есть он не выживет. Не выживет. Ведь Станиславский в свое время с ним организовали Московский общедоступный художественный театр. То есть, чтобы мог нормальный гражданин прийти на спектакль, не завышая огромные цены. То есть театр – это как бы такое демократическое учреждение. Последняя сенсация! Никому неизвестный изобретатель Мендель Маранс сразу стал известным и богатым! Он изобрел комбинированный прибор для домашних хозяек. Всю работу за них будет делать прибор! Теперь жены могут спокойно изменять своим мужьям. Мендель Маранс – это такой герой, прототип, который в Америке изобрел пылесос, стиральную машину. Ну, переосмысленно очень. Столько тут бесконечного юмора. Я долго искал такую пьесу и случайно ее нашел. Сегодня этот спектакль тоже востребован зрителям. Вот это главный исполнитель, который играет наш замечательный артист, заслуженный артист Виктор Циркунович. Прекрасный балет, который поставила Юлия Михайлова, наш приглашенный балетмейстер. Музыку переосмыслил и сделал музыкальную аранжировку наш главный режиссер Юрий Галяс. Художник, опять же, наш Андрей Миренков. Сочиняем свои произведения. Свои спектакли, да? С огромным таким драматическим уклоном. И нет за перцем, не за солью, ко мне полгорода спешить. Узнать, как Менделя здоровье и как у Зельды аппетит. И сразу все нас полюбили, целуют в губы, щеки в нос. Но где раньше все вы были? Встает естественный вопрос. Нет, Бог меня роднёю не обидел, и братья есть, и сестры у меня. Но я и в мыслях раньше не предвидел, что каждый третий мне теперь родня, что каждый третий мне теперь родня. Они живут в этих ролях. Они работают как драматические актеры. Вот это умение или попытка сделать из опереточных актеров, которые в консерватории не так много получают по актерскому мастерству уроков, стала сутью нашего театра сегодня. Вы выезжали со своим театром на гастроли? И как зритель оценивает ваши постановки и уровень нашего белорусского музыкального театра по сравнению, хотя бы с российским? Не хочется быть нескромным, но очень высоко оценивать. И мы привозим всегда блестящие рецензии, полные залы, как правило. Вот были гастроли в Ставропольском крае, были гастроли в Уфе, были гастроли в Калининграде, были гастроли в Туле. Хоть страдаю я и плачу,
надеюсь на удачу, жизнь подскажет что-нибудь. Выйти б замуж чин по чину, зря, чтоб не печалиться. Но приличные мужчины что-то не встречаются. Либретто было написано в 1924 году. Исаак Дунаевский положил музыку. Она имела огромный успех, потому что талантливый все-таки Дунаевский, мелодист. Когда вот мне, опять же, предложили в данном случае, я с удовольствием взялся, но я сказал, надо перенести эту ситуацию в наш, будем говорить, уже такой рыночный век, который сейчас начался. Мы строим успешно капитализм, правда? Да. Есть богатые, есть бедные, есть владельцы фирм, есть владельцы казино, магазинов. И как-то то время и сегодняшнее очень совпало. Естественно. Да. Раньше, миллионеры днем и ночью сватались. Нынче хапнувши без меры, за рубеж попрятались. Получилось очень неожиданно, свежо и оригинально. Спектакль имел успех, и его записало телевидение одним из первых. Что мне нравится в наших актеров, что они пытаются, играя в гротескной ситуации, оправдывать это все органически. Они же, посмотрите, вот телевидение не даст соврать, они же органичны в этом. Да. Вот я считаю, что это умение нашего театра, это, хорошее качество театральное. Мы заплатили за все по таксе. Кажется, все ясно. Так нет, шалишь. Мы получили за это в ЗАГСе. Я кукиш с маслом. Я с маслом шиш. Мы получили за это в ЗАГСе. Я кукиш с маслом. Я с маслом шиш. Ой. А я что получила? Ни гроша и ни шиша. Вы, путешествуя по многим театрам России, меняя города, меняя адреса, постоянно были в работе. Когда у вас оставалось время на воспитание сына, который тоже выбрал эту профессию, вы с ним говорили на эту тему? Вы его направляли в это русло? Эмилия Михайловна, жена моя, актриса, со мной училась на одном курсе, потому что у нас был актерско-режиссерский курс. И он родился, когда она была на 4-м курсе. Он как бы все время был при театре. Будучи уже 13-летним, 14-летним, он сидел, смотрел мои спектакли. Я говорю, ну как, Сережа? Тут был такой критик большой. Он много читал, и я заставил его так неназойливо учиться музыке. Он блестяще закончил музыкальную школу, и педагоги говорили, что отдайте его, пусть поступает дальше в училище, консерваторию. Но мы уехали на гастроли, приезжаем, а он уже поступил на актерский факультет. А как он относится к критике, когда вы его критикуете? А наверняка обсуждение идет? Идет, да, конечно. Я думаю, что он хоть и злится иногда, но прислушивается. Но вы ходите на его постановки? Обязательно, конечно, да. И пытаюсь поговорить с ним о профессии. Но, знаете, порой дети опережают родителей. Внук растет сейчас. И когда ему было еще годиков 4-5, я говорю, Юрочка, а ты кем хочешь быть? Артистом или режиссером? Он говорит, режиссером. Я говорю, почему? Люблю командовать артистами, чтобы командовать. Когда они встречаются с бабушкой, это огромный педагогический университет. Это только про театр, только про драматургию, только как поставили. Приходит на все мои спектакли, смотрит все у папы. Куда ему деться? Режиссер в 3-м поколении. Кто здесь? Это ты
Если бы ты знал, как мне надоела твоя харя. Вот хороший момент у тебя, когда ты просыпаешься. Это грань между сном и явью, да? Не пропускай эту точку, хорошо, Егор? Важно насладиться результатом своей деятельности. Я бужу его не просто разбудить, а мне интересно, как он проснется. Как он меня увидит первый раз. Вот. Давайте, ребята. Я помню, это золотое время русского театра. Билетов было не достать. На одном из моих спектаклей стояли. Это был спектакль «Аморальная история» с музыкой Эдуарда Ханка. Это был такой мюзикл в драматическом театре. Уже тогда был мюзикл. Эдуард Ханок мне отдал все песни, которые не пелись в то время. А у него было столько замечательных мелодий. И мы из них составили и внесли в спектакль. Спектакль пользовался, могу сегодня смело сказать, оглушительным успехом. Он прошел около 500 раз. На гастролях просто кормил театр. А я помню замечательный спектакль «Сладкоголосая птица юности», где в главных ролях была Александра Ивановна Климова и Валерий Бондаренко, который в то время преподавал у нас в Народном театре тракторного завода. Долгие годы они убеждали меня. Они говорили, что я настоящая актриса, а не мимолетная звезда, чья карьера связана только с молодостью. Но в глубине души я знала, что миф об Александре де Лаго неотделим от ее молодости, поэтому надо уметь точно определить время, когда лучше всего уйти. И я сумела. Я ушла вовремя. Ушла. А вот куда? Мне посчастливилось работать над этим спектаклем, потому что Борис Иванович Луценко тогда доверил мне разработку спектакля. Я был очередным режиссером. И в его постановке быть режиссером было почетно. Мы как-то нашли общий язык. Мне как-то Климова доверилась. Я понимал, чем выше и талантливее актриса, тем с ней легче работать, как ни странно. Я действительно однажды была настоящей актрисой. И вот я отправилась на Луну. Как она проживала эту роль? Валера Бондаренко, молодой плейбой такой. Это был уникальный дуэт. Знаете, экран – это безжалостное зеркало. Есть такая штука – крупный план. А как вы думаете, почему был такой вот ажиотажный спрос тогда на театр? Потому что были пьесы, которые волновали зрителей, и была блестящая актерская игра. Тогда может, еще и время было? И время, конечно. Звезды, уходящие с экрана, иногда дают уроки или занимаются живописью, рисуют цветы в горшках или пейзажи. Я бы тоже могла, я же могла писать пейзажи бесконечной пустынной планеты, по которой я мечусь, как потерянный странник, если бы только я сумела нарисовать пустыню странника, если бы только я смогла. Заметьте, это же телевизионная съемка, а они играют перед камерами, но настолько органично, кинематографично. Мне везло на хороших, больших артистов. Они меня многому научили. С тем же Янковским было одно наслаждение работать. Ты им даешь задание, ты им даешь какой-то посыл действенный, но они обогащают своей индивидуальностью и раскрывают твой замысел, и обогащают его так. Вот почему я говорю, мне с хорошими актерами лучше, потому что они привнесут в твой спектакль свое внутреннее существо, свой талант. Ваша жена актриса. Вы с ней прожили всю сознательную жизнь, будем говорить так. А вы ее использовали как режиссер в своих постановках? Да. У нее были преференции жены главного режиссера? Никогда в жизни. Мы работали с ней в Бресте. Начинали. Там она у меня играла практически в каждом спектакле.
Она вам в педагогической деятельности тоже Да, помогает? вместе со мной преподает на курсе и работает у нас в театре ассистентом режиссера. И вот ее заслуга в том, что она вносит в наш музыкальный театр именно вот эту драматическую ноту, разработку ролей очень подробную. Она умеет это делать. И мне кажется, ее актеры в этом смысле ценят. Давайте посмотрим еще один фрагмент русского театра того времени, ваша постановка. Мне просто радостно, что это сохранилось в архиве. Моти, Моти, старуня, да ты никак живая. Так вижу, Ушли, к сожалению, эти люди. Вторые дни еще никак оклемалась. Тебе разве не сказывали? Да к тебе по что смерть-то не берет, а? Я к ей на поминки иду, думаю, она уж как добрая, укостыляла худы, она тутака, как была ты вредительша, так и осталась, ты уж мне все глаза измозолила. С этим спектаклем связано очень много интересного. Анна Брониславовна, будучи нашим руководителем БТО, добилась моей поездки к Распутину Валентину Григорьевичу. И я ездил в Иркутск к нему, он меня там встречал. И я был в той деревне за Байкалом, в которой вот эти старухи жили, с которых писал Валентин Григорьевич Распутин. Я ему вез в подарок свою инсценировку последнего срока, чтобы он утвердил. И в самолете у меня был матерчный роман, разбили бальзам. Ну, там все вещи, и пьеса пропитала была белорусским бальзамом. И когда я ее вручил Валентину Григорьевичу, я сказал: Валентин, извините, ну вот тут ваша пьеса пропахла белорусским бальзамом. Он взял ее, понюхал и говорит: ну тогда будет все хорошо. И разрешил мне инсценировку эту. Скорее бы уж ты обезножила человека. Да я старую не так уж обезножила. Сейчас вот сидю около тебя, а ноги у меня гудьмя гудят. Я этих надсадила. Какой день бегаю, корову свою ищу. Потерялась у меня корова-то, домой не идет. Я читал очень много положительных рецензий на ваши спектакли, которые вы ставили и в Бобруйске, и в Бресте. А были провалы? И как вы вот переживали их? Ну, конечно, были. Были? Были, конечно. И неудачи были. Ну, это шрамы на определенные. От провала не застрахован человек. Только ремесленник, вот если ремесленно подходить, всегда можно делать такие крепкие средние спектакли. Когда в поиске, когда что-то ищется, что-то не получается, ну, я могу сказать, режиссер имеет право на провал. Толпа, приходящая в театр, становится народом. Становится народом. Да, вот. Это так. Это великая сила театра. В этом его смысл. Когда люди как бы очищаются при помощи катарсиса, при помощи театра. Они переживают чужое горе как свое. И объединяет их общий смех по поводу юмора со сцены. Если там происходит, они плачут на спектаклях. А почему же тогда сегодня артисты, наоборот, идут на улицу и говорят, что на улице народ, а в театре выходит не народ? Ну, ведь это цитата раз, а второе, ну, к народу надо относиться уважительно, даже если он на улице, правда? В толпе нельзя быть народом. Конечно, потому что толпа вынимает из человека звериный инстинкт. Абсолютно. И тогда они не ведают, что творят. Давайте посмотрим еще фрагмент, один из вашей постановки золотого периода русского театра. Это же Анна Брониславовна. Ткаченок ныне, народный артист Беларуси. Ты женишься, Павлик. Женюсь. Конечно, если она согласится. Ну да. Подожди, а как же я... Ой, извини меня, Павлуша, извини. Вот я все время что-то выдумываешь, сочиняешь о себе. Знаешь, раньше мне казалось, что я должен только работать. Да. Мои наблюдения, заключения требуют 24 часов в сутки, и мне не надо вознаграждения. Я знаю, что я для этого родился. Это моя
миссия. А теперь? Ты что, думаешь иначе? Теперь я люблю ее, тетя. Поставив за 50 с лишним лет почти 200 спектаклей, я посчитал, это получается 4 спектакля в год. А где черпали энергию? Я вам не для телеканала расскажу одну притчу. Ну, приезжает шах, падишах, и просит евнуха привести первую жену. Приводит. Вторую приводит. Третью. К утру, там, 50-ю. И евнух обессиленный говорит: о, великий, как же ты не утомился. Я вот, бегая по коридорам за женами, еле на ногах стою, а ты вот... И тот отвечает ему: утомляет не любимая работа, а бесполезное хождение по коридору. Гениально. Я занимаюсь любимым делом, которое очень люблю. И для меня простой, вот если я не ставлю спектакли, это наказание. Режиссер работает не только когда в театре. Я работаю все время дома, потому что работает голова. И поэтому разделить, где ты работаешь, дома, в машине, когда едешь, или еще где-то, крутится. Есть в народе такая поговорка: где родился, там и пригодился. И еще есть такое крылатое выражение: в своем отечестве пророка нет. Вот вы поставили огромное количество спектаклей в России и в Белоруссии. Вы заслуженный деятель Российской Федерации. Никогда не было обиды на то, что вы не народный артист Беларуси? Нет. Ну, я работаю. И самая большая награда то, что, ну, я уже не молодой человек, что ж скрывать, а я еще работаю. Для меня это самая большая награда. И если что-то получается, и я полезен актеру театра, значит, буду работать. Вы знаете, у меня вот есть Яуф в студии, но здесь не кинопленка, здесь один предмет, который связан с вашей жизнью. Ну, это не Т-62, на котором я служил, но это мощное грозное оружие. Но вы служили в танковых войсках? Да. Я служил в экспериментальном таком полку, который тогда впервые в Беларуси получил новейший танк Т-62. Он стрелял гладкоствольной пушкой и ходил под воду. Мы форсировали Неман, ставилась воздушная труба для питания кислородом двигателя и наш. Мы проходили школу водолазов, маски кислородные. К сожалению, были трагические случаи, когда танки сворачивали в устье реки и опрокидывались. Потому что самое интересное, что когда мы первый раз пошли под воду, мы потом все купили тельняшки моряками подводными. Школа армии дала мне очень многое. Она воспитывала тогда. Тогда не было дедовщины. Но еще другая. Я еще потом был в музыкальном взводе. Вы совмещали... Совмещал. И у нас был музыкальный взвод. Мы уже в последнее время очень много проводили в Доме офицеров. Давали концерты, ездили с бригадами. Михаил Станиславович, вопросов у меня много, а времени у нас мало. Да. Предлагаю вам блиц-опрос. Короткий вопрос и такой же короткий ответ. Согласны? Да. Ваше любимое место в Минске? Музыкальный театр. Ваше любимое место отдыха? Деревня Подлесейки, сад. Родина? Родина. Ваш любимый праздник в семье? Новый год. Ваше любимое блюдо в семье? Эмилия Михайловна очень хорошо готовит драники. Драники белорусские. Ваш любимый напиток? Любимый напиток – хорошее сухое вино. Ваш главный недостаток? Я несколько ленив все-таки. Ваше главное достоинство? Я пытаюсь все вопросы решать по-доброму. Что вы больше всего цените в людях? Если по профессии, то талант. А так, я думаю, вот, знаете, когда человек открыт и искренен. Что вы больше всего цените в женщине? Любовь ко мне. Понятно. В чем смысл жизни, на ваш взгляд? Мужчина должен посадить дерево, воспитать сына
Построить дом. Ну, слава богу, у меня все 3 позиции решены. В чем счастье Михаила Ковальчика? Счастье в семье и любимой работе. Спасибо вам огромное за то, что вы были гостем нашей студии. Я желаю, чтобы вот таких кадров, которые мы сегодня смотрели, было еще очень-очень много в вашей жизни. Потому что я понимаю, что вас работа не только кормит, но и дает вам смысл вашей жизни. Я хочу вот в конце нашего разговора подарить вам книгу с моим автографом. Эту книгу написал бывший ваш коллега, который работал на телевидении, журналист Владимир Ландер. Она обо мне. Тут много комплиментов, с моей точки зрения, которых я не заслуживаю. И когда я ему сказал в свое время, он говорит, это мое видение, и, пожалуйста, не спорьте с автором. Идеальных режиссеров нету. И я всю жизнь скромно делал свое дело. Были удачи, были провалы. И если он что-то лучшее вытащил из моей жизни и опубликовал, я ему очень за это благодарен. Спасибо большое. Эта книга украсит тоже нашу библиотеку.